Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып адам папиллома вирусына қарсы вакцинациялау туралы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Шағалтаева Айгүл Қошмұхамбетқызы, Астана қаласы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы. Досмырзаева Гүлназ Төленқызы, Астана қаласы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары. Мунко Наталья Владимировна, номері 2 қалалық емхананың балалар және жасөспірімдер гинекологы, Астана қаласының штаттан тыс бас балалар гинекологы. Добрый день, уважаемые зрители. Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Құрметті көрермендер, біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерлерімізде тікелей эфирде сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Ендеше Айгүл Қошмұхамбетқызы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Құрметті елорда тұрғындары, мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, Қазақстанда күн сайын 5-тен астам әйел жатыр мойын обыры диагнозы туралы біледі. Және күн сайын 2 әйел осы аурудан қайтыс болады. Жатыр мойын обыры әйелдер арасында сүт безі қатерлі ісігінен кейінгі екінші жиі кездесетін қатерлі ісік. Аурудың негізгі себебі адам папиллома вирусы 90-95 жағдайда жатыр мойын обыры 16 және 18 онкогендік типтегі АПВ салдарынан дамиды. Ауру 20-45 жас ауруындағы әйелдерге жиі кездесетін, яғни өмірдің ең белсенді және ұрпақты болу кезінде. Өзіңізді қорғаудың ең тиімді жолы адам папиллома вирусына қарсы вакцинациясы. Бұл болашақтары жатыр мойын обырының даму қаупін айтарлықтай төмендету мүмкіндік береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 9-14 жас аралығындағы қыздарға екпе салу арқылы олардың денсаулығы көптеген жылдар бойы қорғаудың ең жақсы әдісі деп санайды. Вакцина ұзақ мерзімді қорғауды қамтамасыз етеді. Уважаемые жители столицы и представители СМИ, в городе Астана с 20 сентября 2024 года в рамках национального календаря прививок начата кампания вакцинации девочек 11-13 лет против вируса папилломы человека с использованием 4-валентной вакцины Gardasil производства США в 2 этапа с интервалом 6 месяцев. Данная программа иммунизации нацелена на профилактику рака шейки матки, одного из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Иммунизация защищает от 4 типов вируса, 6, 11, 16 и 18 типов, включая 2 наиболее онкогенных типа 16 и 18. Вакцина Gardasil считается безопасной, при ее использовании не было выявлено серьезных последствий, только возможно ожидаемые незначительные реакции, такие как покраснение в месте укола или повышение температуры. Вакцина не несет большой нагрузки на иммунную систему, так как содержит ДНК вируса. Эффективность и безопасность вакцины доказаны международными исследованиями. Сегодня ее применяют во многих странах мира. В развитых странах США вакцина была рекомендована для девочек в 11-12 лет, начиная с 2006 года. В Великобритании программа вакцинации для девочек 12-13 лет стартовала в сентябре 2008 года. В Австралии вакцина была одобрена в 2006 году, а в 2007 году началась массовая иммунизация школьниц. Вакцина против ВПЧ уже получила широкое распространение в соседних странах. В Туркменистане она включена в национальный календарь прививок с 2016 года, в Узбекистане с 2019 года для девочек 9 лет, а в Кыргызстане с 2022 года в рамках государственной программы иммунизации. В ряде стран распространенность вируса среди женщин снизилась на 90% благодаря активной иммунизации. По итогам 10 месяцев 2025 года в городе Астана привито первой прививкой всего 5572 девочек, в том числе 4457 девочек в 11 лет. Соответственно, охват составил по отношению к целевой группе 36,5%. В Астане с апреля 2025 года проходит второй этап вакцинации против вируса папилломы человека. На 1 ноября 2025 года второй прививкой всего охвачено 6925 девочек, в том числе 11-летних 4186, и охват составил 34,3%. Құрметті ата-аналар, қыздарыңызды ертеңгі денсаулығы бүгінгі сіздің қамқорлығыңызда. Адам папиллома вирусы әйелдер арасында жиі кездесетін жатыр мойын обырының негізгі себебі. Бұл дерт өкінішке қарай Қазақстанда онкология ауруларының ішінде екінші орында тұрады. Бүгінгі күні одан сақтаудың сенімді жолы бар.
уақытылы жасалған вакцина. АПВ вакцинасының ең тиімді жасы 9 бен 14 жас аралығы. Дәл осы кезеңде ағзада ең мықты иммундық қорғаныс қалыптасады. Әр бала әлі вируспен байланыспаған болады. АПВ вирусы тері мен шырышты қабаттар арқылы оңай жұғады. Кейде типті қалыпты қарым қатынас кезінде немесе босану барысында анадан балаға берілуі мүмкін. Сол себепті қорғаныс шарасын ерте бастаған абзал. АПВ вакцинасы ұлттық профилактика егу күнтізбесіне енгізілген маңызды екпелердің бірі. Ол басқа да міндетті вакциналар сияқты балаңызды өмірін қауіпті аурулардан қорғайды. Сіз бүгін екпе жасату арқылы қыздарыңызды денсаулығын ғана емес, оның бақытты, ұзақ әрі толыққынды өмірін қорғайсыз. Қыз бала елдің болашағы. Болашақтың дені сау болу біздің бүгінгі таңдауымызға байланысты. Дорогие родители, позаботьтесь о будущем своих дочерей. Инфекция ВПЧ – основная причина рака шейки матки, которая занимает второе место по распространенности среди женских онкологических заболеваний в Казахстане. Самый надежный способ избежать этой болезни – это вовремя сделать прививку. Оптимальный возраст для женщин для вакцинации 9-14 лет, когда организм формирует наиболее сильный иммунитет. Риск контакта с вирусом еще минимален. Вирус ВПЧ может передаваться через кожу, слизистые, в том числе при обычных контактах или от матери к ребенку при родах. Поэтому важно защитить ребенка заранее. Вакцина против ВПЧ – это такая же вакцина-прививка, как и другие обязательно вакцины из национального календаря профилактических прививок. Сделав ее, вы защищаете здоровье своих дочерей на долгие годы вперед. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Келесі сөз кезегі Гүлназ Төленқызы, сізге беріледі. Рахмет. Мархабат. Рахмет. Құрметті бұқаралық ақпарат өкілдері және қала тұрғындары. Астана қаласында 24 жылғы қыркүйек айынан бастап 11 жаста қыздарға және 12-13 жаста қыздарға адам папиллома вирусына қарсы жоспарлы егу белсенді жүргізілуде. Адам папилломасы вирусына екпе қауіпсіз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен сертификатталған мектептердегі екпе егу кабинеттерінде және мекені жайы бойынша тіркелген емханаларда екпе егу кабинеттерінде жүргізіледі. Екпе ата-аналардың келісімі бойынша жасалады. Қарсы көрсеткіш болмаған жағдайда дәрігердің қарауынан кейін 2 рет 6 ай аралығында екпе енгізіледі. Астана қаласындағы барлық емханаларда таңертеңгі сағат 8-ден кешкі сағат 5-ке шейін екпе егу кабинетіне барып жүгінуге болады. Ол жерде де екпе алуға болады. Уважаемые представители средств массовой информации и жители города, в стране с 2024 года активно проводится плановая вакцинация против ВПЧ девочкам 11 лет и наверстывающая иммунизация девочкам 12-13 лет включительно. Вакцинация от ВПЧ безопасна, сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения, доступна в прививочных кабинетах школ или в поликлиниках по месту прикрепления. Вакцинация проводится с информированного согласия родителей. Вакцинация проводится двукратно с интервалом 6 месяцев после осмотра врача при отсутствии противопоказаний. Назарларыңызға рахмет. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Слово предоставляется вам, Наталья Владимировна. Здравствуйте, уважаемые жители столицы и Казахстана. Сегодня мы подняли одну из важных и нужных тем для того, чтобы сохранить репродуктивное здоровье наших будущих мам, которые сейчас являются маленькими девочками. Уже мои спикеры, коллеги говорили, и я повторюсь, что рак шейки матки – это заболевание, которое вызывается вирусом папилломы человека. И сегодня, к сожалению, это второе место из онкопатологии женской. То есть первое место занимает рак молочной железы, на втором стоит рак шейки матки.
И уже доказано, что рак вызывается именно вирусом папилломы человека, онкогенными штаммами этого вируса. Разновидностей вируса до 200. Но есть онкогенные и неонкогенные штаммы. И неонкогенные штаммы, они вызывают различные поражения на коже человека, а онкогенные штаммы, они вызывают, в данном случае, если мы говорим про рак шейки матки, это 16 и 18 тип вируса папилломы человека. Вот если задуматься о том, насколько много его в Казахстане, вот я приведу такую статистику. Каждые 2 минуты от рака шейки матки умирает одна женщина. Если не будет прививаться девочки, то за 20 лет, с 20 по 40 год, заболеваемость вырастет на 50%. Вот каждый год, вот, например, 2023-2024, более 2000 женщин заболевают этим заболеванием. Пик приходится на 40-летний возраст, 40-44 года. А каждый год умирает 600 женщин. Это очень печально, и мы это можем предотвратить. Носителями вируса папилломы человека является 80% населения, а заражается 90% людей. Поэтому это очень высокий процент. Инфекция может протекать абсолютно бессимптомно, может годами не проявляться, может не вызывать никаких симптомов, не проявлять внешних признаков. Но постепенно, с годами, через много лет, даже через 5, через 10 и через 15, как я уже сказала, пик 40-45 лет, к сожалению, может переродиться в рак. У Всемирной организации здравоохранения есть стратегия по снижению заболеваемости раком шейки матки. На 2030 год планируется 90% девочек до 15 лет привить от вируса папилломы человека. С таким охватом будет хорошее снижение через несколько лет. 70% женщин до 35 лет и в 45 лет должны подвергнуться скринингу на рак шейки матки. И 90% женщин женского населения должно быть излечено, которые уже болеют этим заболеванием. Лекарства, к сожалению, от вируса папилломы человека нет. Но уже доказано, что вакцина в 100% случаев может предотвратить это заболевание. Вакцина не живая, она не несет никакой информации. Это просто воссозданная оболочка вируса искусственно, слепленная, чтобы антитела его опознали. И при попадании вируса уже настоящего антитела этот вирус заблокируют. С вакциной в Казахстане впервые столкнулись мы в 2015 году, когда проводился первый тур вакцинации в Атырауской, Павлодарской областях, Алмате и в Астане. Девочки, которые были привиты, они сейчас, через 10 лет, все стали мамами. У этих девочек взяты анализы на вирус папилломы человека. Ни у одной онкогенных штаммов вируса не обнаружено. А вот те девочки, их сверстницы, которые не получили вакцину, у них, к сожалению, обнаружен вирус папилломы человека в 18% случаев. Первые вакцины, уже коллеги мои говорили, что зарегистрированы в США в 2006-2007 году. Прошли все клинические испытания. Весь мир прививается. Снижение онкологической патологии рака шейки матки положительно вакцина влияет на эту цифру. Поэтому прививать можно девочек с 9 лет по инструкции. У нас в Казахстане в национальном календаре прививок девочки прививаются с 11 лет. Уже коллеги сказали, 2 вакцины ставятся с интервалом в полгода. Максимальный срок по прививке это 45 лет, то есть нет противопоказаний. Вакцина 4-валентная, производство в США. Вот. И считается, что если мы сейчас начнем девочек прививать, то это прививка на отдаленную перспективу. Эти девочки вырастут, сейчас они маленькие, а когда они будут мамами, риски развития рака шейки матки у них будут практически сведены к нулю, если мы охватим 90% населения, подлежащего вакцинации. Естественно, вакцина делается только с добровольного согласия родителей, письменного у несовершеннолетних. Побочных эффектов у нее практически нет. Переносится она, как переносятся практически все прививки, то есть может вместе инъекции быть небольшие неприятные ощущения, может быть, а может и не быть, небольшое повышение температуры. Анафилактических реакций ни разу, ни одной не было зарегистрировано ни в 10 лет назад, когда делали прививки, ни сейчас. Вводить можно вакцину одновременно с другими вакцинами против гепатита, противодифтерийной, противостолбнячной. Можно с приемом анальгетиков совмещать, антигистаминов, витаминами, антибиотиками.
Поэтому, в общем-то, вакцина переносится хорошо, девочек прививают в кабинетах под присмотром врачей, полчаса наблюдают после прививки, в течение 3 дней регистрируют их состояние. Поэтому это будет, в общем-то, в целом, в перспективе, я хочу заключить, что когда мы будем прививать от каких-то опасных заболеваний девочек наших, то наступит новая эра в борьбе с самыми коварными заболеваниями. Спасибо за внимание. Благодарю вас содержательную информацию. Құрметті көрермендер, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии вопроса и ответа. Алғашқы сұрақ Айгүл Қошмұхамбетқызы сізге қойылады. Вакцинация обязательная или добровольная? Ну, в соответствии, вы знаете, что, как уже было озвучено спикерами или мною, то, что вакцинация у нас начата с сентября 2024 года в соответствии с внесенными изменениями в постановление номер 612 правительства 20 февраля 2024 года. Вот. Так вот, согласно календарю прививок, вакцина является обязательной для девочек 11-11,5 лет. То есть первая вакцина ставится, и ВПЧ-2 ставится уже в возрасте 11,5 лет. И в 12-13 лет это уже наверстывающая иммунизация. Следующий вопрос, Наталья Владимировна, вам. Первый вопрос. Какие типы вируса предоставляет наибольший онкогенный риск? Защищает ли наша вакцина от них? Спасибо за вопрос. Вопрос хороший, правильный. Онкогенные штаммы вируса, их много, до 20. И каждый штамм вируса поражает определенную область. В нашем случае мы вот говорим сейчас про онкогенные штаммы 16 и 18 типа, которые поражают эпителий шейки матки, вызывая в перспективе в отдаленной или не очень отдаленной рак шейки матки. Поэтому вакцина, как я еще раз повторюсь, это не живая вакцина, она не будет нести никакой вирусной нагрузки, никакой вирусной информации. Она просто будет способствовать выработке антител в организме, тем самым защищая от того, чтобы этот вирус в организм не попал и не начал там размножаться и вызывать заболевание раком шейки матки. Следующий вопрос. Как именно вакцина действует против вируса? Тоже мне, да, вопрос? Против вируса действует таким образом, что когда вводится вакцина, опять-таки, я еще раз повторюсь, это воссозданный внешне контур вируса, не несущий никакой вирусной информации, организм на введение чужеродного агента начинает вырабатывать антитела. Иммунитет хорошо вырабатывается в детском возрасте. Это первое. Второе. Девочек прививают до полового дебюта, то есть маленьких девочек 11-11,5 лет. Когда эти девочки вырастают, выходят во взрослую жизнь, если вирус попадает в организм, то антитела, иммунный ответ сохраняется надолго, на десятилетия, опознают вирус и блокируют его. Таким образом, заболевание не развивается. Следующий вопрос. Какие преимущества массовой вакцинации против ВПЧ отмечены в западных странах? В западных странах уже вот в 2015 году были первые конференции, приезжали западные представители и Австралии, и Америки, и Швейцарии. И они говорили, что чем выше охват населения вакцинации, до 80%, например, если население охвачено, снижение заболеваемости идет больше, чем на 50%. Чем меньше охвачено, тем ниже снижение заболеваемости. Но это уже доказано, если будет охвачено, как я сказала, по стратегии Всемирной организации здравоохранения до 2030 года 90% девочек 15-летнего возраста, мы будем иметь, когда им станет вот 30-40 лет, значительный, больше 50% спад заболеваемости по онкопатологии шейки матки. Следующий вопрос. Почему важно проводить вакцинацию против ВПЧ в детском возрасте и какой возраст считается оптимальным? Оптимальным старше 9 лет возраст считается. И опять-таки иммунитет у детей в этом возрасте хорошо вырабатывается, это раз. И у девочек еще нет взрослой жизни, нет сексуального дебюта, это два. Поэтому они в этот возраст очень хорошо подходят. И как раз в календарь прививок обозначен 11-11,5-летний с наверстывающей вакцинацией 12 и 13 лет. Следующий вопрос. Скольки дозами вакцинации проводится вакцинация подростков?
Вакцинация подростков проводится 2 дозами вакцинов с интервалом в 6 месяцев. Мгм. Следующий вопрос. До какого возраста эффективно получить прививку от ВПЧ? Прививку можно получить до 45 лет. В любом возрасте, даже если у человека есть вирус папилломы человека, он тоже может получить прививку. Но мы сейчас должны сделать охват именно детского населения. Казахстан. В Казахстане, да, у нас запланировано снижение онкозаболеваемости, мы должны начать работать именно вот основную массу наших усилий приложить на возраст, который введен в национальный календарь прививок. Мгм. Нет. Вопросы от Халхпресс, журналиста Алина Есиналина. Какая доля родителей отказывается ставить детям прививки от ВПЧ? Чем они это мотивируют? Религиозные причины или это те родители, которые против прививок? Мухаммадус. Ну, у нас по количеству непосредственно контингента, который должен быть охвачен вакцинацией против ВПЧ, это 12 200 человек и 1144 отказов. Это примерно 9,3% от всех отказов именно от прививки ВПЧ. Если говорить по религиозным убеждениям, то у нас и доля из 9% это 7% составляет. Вот. Многие получают негативную информацию со СМИ, это где-то составляет 18%. По личным убеждениям из этих 9, 60% составляет личные убеждения каждого родителя, который отказывается от проведения прививок своим детям. Ну и остается недоверие к вакцине, это где-то составляет около 15%. Мгм. Следующий вопрос. В июле в Казахстане составили петицию о том, чтобы увеличить возраст бесплатной вакцинации от ВПЧ. Известно ли вам, прорабатывается ли этот вопрос? У нас в департаменте санэпидконтроля отсутствует информация по поводу направленной петиции. Петиция, наверное, направлена была в Министерство здравоохранения, соответственно, информацию можно получить оттуда. Құрметті Айгүл Қошмұхаммедқызы, Гүлназ Төленқызы, Наталья Владимировна, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.